Всем доброе ялинское утро. Привет. Привет. Мы находимся на станции, или кто это называется? Ялла. Всем доброе райское утро. Мы спали целых 8 часов и выдвигаемся дальше. Тут реально пальмы, что ли, растут по них много? Это есть то место, куда нам надо. Почему мы здесь одни? Запах там, конечно, как-то так. Вчера, выехав из Туркестана, мы планировали доехать до Ташкента через таможню Капланбек. Но оказалось, что она открыта только для машин с казахскими и узбекскими номерами. Нам пришлось проехать 80 километров западнее до КПП Яллама и ночевать в машине. До Ташкента уже было далековато. Проснувшись, утром помогли какому-то мужику. Новый день нужно начинать с добрых дел. Границу Казахстана с Узбекистаном мы пересекали 4 долгих часа. Как только оказались в Узбекистане, разменяли деньги и нашли кафе, где очень вкусно нас накормили просто обалденной шурпой из баранины. Мы поблагодарили хозяев и отправились в путь. Проезжаем мимо города Бахт. И сейчас мы направляемся на Самарканд. На улице погода очень ветреная. Не очень холодно, но ветер просто такой мощный. Из-за этого не очень приятно. Но ничего, через машину нам не дует, все хорошо. Люди здесь ездят очень странно. Не включают Ближний свет фар. Ближний свет фар, да. Ну, хорошей нам дороги. Это Узбекистан, дорогие друзья. Это Узбекистан. Это дорога в Самарканд. Тут вот такие барханы лежат прикольные. И дорога у нас вообще прикольная. Очень похожа на египетские дороги. И местность похожа на Египет. Построение. И даже ездят тут люди как в Египте. Без поворотников. Бибикают. Без конца. Все перерыто, что-то без конца. Такое ощущение, как будто мы в Египет попали. И номера у них тоже какие-то непонятные. До самого Самарканда мы ехали почти без остановки. В город мы доехали часов в 10 вечера. К этому времени, конечно, на камере батарейка уже села, и заснять ничего не удалось. В самом центре города мы нашли недорогую гостиницу, которая называлась «Камила». За ночь мы заплатили 150 тысяч сум на двоих, что составило примерно 1700 рублей. Наш сон был невероятно сладким от усталости и звука дождя, который всю ночь барабанил по крыше. Так нас встретил великий город. Добрый день, дорогие друзья. Мы находимся в городе Самарканд. Заселились в гостиницу. Вот это прихожка. Заходим, тут мы спали. Доброе самаркандское утро. На улице не очень тепло, но придется одеваться тепло, поэтому. Мы находимся около мавзолея Биби Ханум. Это такое большое сооружение красивое. Ездят такие вот тук-туки, как в таких азиатских странах. У них нет дверей и окон, у них все открыто.
ходим тут по центру, возле центра, точнее в центре, возле Бибиханур. Очень классная пешеходная улица. Здесь очень оживленно, здесь очень много людей, очень красиво. Мавзолей Бибиханур вдалеке остался. Вот, мы пошли пешком. Вот здесь ездят такие тук-туки, как я и говорила. Привет, привет! Короче, впечатление вообще выше моря, выше крыши, выше моря, выше гор. Очень классно здесь, прям мне очень нравится. Это медресе. 3 штуки здесь медресе. Вот такие штуки прям на стенках живут. А сколько стоит? 2000. Вот такой какой-то ветрогенератор. То куда что идет, не видно. Вот это воду черпает. Водоканал. Туда вон так ведет. И идет через трассу, под трассой уходит, уплывает туда. Здесь такой вид на горы. Горы, там вот горы. С этой стороны тоже гора. Сейчас я засниму. И вот она, гора. Она такая высокая, что сверху лежит снег. Это вообще здоровско. Вот такой великолепный самаркандский хлеб мы купили. Когда купили, он был еще горячий, сейчас уже тепленький, потому что мы его уже половину съели. Отличный день. Мы уже выезжаем из Самарканда. Один день проведем на Самарканде, это того стоит, это круто. День кланяется к закату, и мы выдвигаемся дальше. Посмотрим, какая будет дорога. Забыла рассказать о том, что сегодня были на базаре в Самарканде. И женщина по имени Михри подарила мне вот такую штучку. Сказала, чтобы меня никто никогда не сглазил, чтобы в семье у меня всегда все было хорошо, чтобы дорога всегда была хорошая. Вот, так что теперь я модная, ношу такие штучки. Здравствуйте. Здрасте. Можно нам такие штуки, пожалуйста? Сколько стоит? Olmamı? Куб-метра. 300 мыңнан. А можно попробовать, какие самые вкусные? А вот эти с чем? Ulan işlemiyorsun. Yağlıyım diye mi vardı çıkarttın? Yerim. Вот эти вот давайте. Чай мы завариваем в термосе. Вот таким образом. Такой вот обычный чай. Взяли воду в каком-то кафе. Серега вон пьет кофе горячий. В каком-то кафе заплатили за кофе и за воду 2000 сум. Это получается по нашим деньгам где-то 20 рублей. Вот. До заправки осталось примерно 8 километров до следующей. Для того, чтобы туда добраться, мы сейчас заправились с канистрой водичкой и поехали дальше. В бак мы заливали бензин, который был у нас в канистре еще с Казахстана. Так мы проехали около 300 километров до города Алмалык. На заправочных станциях бензина не было. Надеясь, что в большом городе горючий мы все же найдем, поехали в Ташкент, до которого оставалось всего 70 километров. Заехали мы в столицу около полуночи.
Тщетно пробовали найти хостел, но усталость брала верх, и не было сил что-то искать, куда-то ехать. Поэтому мы легли спать в машине, ведь нам уже было не привыкать. Ну, в самой важной части Ташкента. Наш путь лежит через красивейшие места Узбекистана. Смотрите на это. Дальше вон туда. Или-ли, или-ли. Это такая красота вообще просто. Мы находимся где-то в Ферганинской области. Очень теплая погода, очень жарко. Мир прекрасен и мир большой. Добрые пути, ребята.